Дорогие телезрители, сердечно всех вас приветствую сегодняшним воскресным днем и, конечно же, началом рождественского поста, который начался вчера, 29 ноября, в субботу, после празднования памяти святого апостола Филиппа. И почему и нередко называется, помимо рождественского, еще и Филипповым постом. И поскольку пост уже начался, второй день идет пост, еще раз считаю необходимым напомнить об образе хранения поста наступившего рождественского. Наступивший пост является не строгим, что говорит о том, что кроме среды и пятницы на трапезе разрешается вкушение рыбы и растительного масла. Также необходимо напомнить о том, дорогие телезрители, что последняя неделя поста после Нового года и до рождественского сочельника является уже строгим. Мы уже не будем вкушать на трапезе ни масла растительного, ни рыбы. И также крайне необходимо напомнить о том, что те, кто по какой-либо уважительной причине не могут в полной степени соблюсти пост телесный, таковым с благословения священника и попускается то или иное послабление поста. И еще раз хочу напомнить, если такова причина действительно является уважительной. А элементарное нежелание взять на себя труд соблюсти пост по лености, по рассеянности, конечно же, уважительной причиной ни в коем случае являться не может. Также необходимо сказать о том, что не надо лишать время поста его главного смысла. Мы сами говорили в прошлое воскресенье о том, что пост есть время воздержания, время, когда мы должны осмыслить свою жизнь, насколько она соответствует высокому евангельскому духу. «Вы свет мир», говорит нам Евангелие. Это пост, это время, когда задать себе вопрос, не померк ли наш светильник? Действительно ли наша христианская жизнь является тем светом, куда должны идти люди, может быть, в некой тьме греха находящиеся? Вот если наша совесть нам подскажет, что наш светильник и вовсе, может быть, угас, значит, время поста, то время, когда мы должны этот свой светильник вновь ярко зажечь, чтобы свет Христов, свет христианской жизни, который в нас должен быть, должен всем ярко, как некий маяк, должен всем светить. Вот и в этом высший смысл поста. И, конечно же, ни в коем случае не следует превращать время поста в время какой-либо диеты. Выбрать себе, назначить себе какие-то продукты, образ питания. Если мы таким образом будем проводить время поста, значит, мы совершенно не понимаем, зачем мы это делаем. Еще раз хочу напомнить, пост – это время, прежде всего, духовного делания, время нашего осмысления нашей с вами собственной жизни ежедневной. Пост есть время воздержания и, конечно же, молитвы. И вот тем хочу посоветовать, кто по какой-либо причине не может в полной мере соблюсти телесный пост. Ведь никому не запрещено восполнять отсутствующей посттелесной молитвою. Если мы не можем отказаться от какой-либо пищи по той или иной причине, то что нам или кто нам может запретить, вот как мы говорили в прошлые воскресные дни, не просто одну главу Евангелия прочитать, а две. Если у нас есть сложившееся обыкновение совершать ежедневные, утренние, вечерние молитвы, кто нам может помешать добавить еще одно маленькое молитвословие? И в связи с этим хочу привести маленький пример из древнего патырика, в котором некий старец, многоопытный, видев, что молодой монах, недавно пришедший в обитель, проводит время в рассеянности, совершенно, видимо, может быть, даже по какому-то неразумию, совершенно погубляет смысл монашества, обращается к нему, говоря о том, что этому новоначальному иноку, что он, хотя уже старый человек, пожилой, много лет монашества, однако же страдает леностью к молитве и просит его, вот этого молодого монаха, сотворит за него молитву. Совершили они молитву, и говорит этот старец молодому монаху: вот мы помолились за меня, давай добавим молитву и за тебя. И с каждым днем добавлялось по одной молитве. И в течение некоторого времени у этого монаха, расслабленного, в суете пребывающего, и выработался твердый молитвенный навык. Вот пример, как можно провести время поста. Если у кого-то нет привычки молиться дома, обыкновение день начинать с молитвы, также заканчивать день, прошедший с молитвы, повод
наконец-то начать этот вполне нормальный христианский образ жизни. Начнем с одной молитвы, будем добавлять по одной, по две, по три, и к концу Рождества мы сами ощутим, что мы уже и без молитвы-то обходиться не можем, но надо совершить труд, пускай небольшой, но тем не менее 40-дневный труд. И без труда и молитвенный навык, конечно же, мы все знаем, вряд ли мы приобретем. Теперь хочу предложить обратиться к следующей теме, дорогие телезрители. Мы сами говорили уже второе воскресенье, что главным предназначением, даже поводом установления поста является приближающийся праздник Рождества Христова. И первое праздничное событие, которое ярко нам напоминает об этом событии, это, конечно же, праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, который мы совершаем ежегодно 4 декабря. Одной из богослужебных особенностей этого праздника, хотя он и посвящен, является, вернее, богородичным праздником, тем не менее, мы впервые после начала поста будем слышать рождественское песнопение, молитвословие, которое посвящено собственному событию Рождества Христова. Вот для того, чтобы во время поста мы, чтобы мы не осуетились, и чтобы постный подвиг не превратили какую-то диету, про элементарное воздержание какой-либо пищи, не придавая этому значению, в этот момент некий духовный смысл. И вот поэтому и служит нам напоминание, праздник наступающий и воскресные дни, исполнение песнопений, посвященных Рождеству Христова. Именно мы сами услышим в среду, вернее, во вторник вечером 3 декабря песнопение рождественское. Христос рождается, славите. И вот каждый воскресный день, праздничный день, приходя к храму, когда мы будем слышать песнопение «Христос рождается», мы невольно будем вспоминать, что идет ведь рождественский пост, мы должны потрудиться, подобно волхвам, подобно вифлеемским пастухам, мы должны тоже потрудиться, постараться принести некий дар свой сердечный, некий дар малого труда Христу, который родился в Вифлееме иудейском. Вот поэтому-то и начиная с праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, мы будем слышать в храме весьма часто исполнение рождественских песнопений. А что касается самого праздника, то оно имеет две предыстории. Во-первых, начало всего праздника этого, оно началось еще 3 года назад, с момента Рождества, даже событий, предшествовавших событию Рождества Пресвятой Богородицы, когда святые праведные Иоаким и Ганна, которые достигли уже преклонного возраста, не имели детей и терпели поношение бесчадства. Мы с вами уже говорили об этом, к этой теме обращались, что отсутствие детей почиталось великим позором древности в иудейском народе. И те пары супружеские, у которых не было детей, они обвинялись во всяких самых смертных грехах, и действительно эти люди были вынуждены терпеть поношение бесчадства. И мы хорошо знаем, что Иоаким и Анна дали Богу некий обет: если у них родится чадо, то посвятить его Богу. Вот видение, то, что родители привели свою 3-летнюю дочь Марию в храм и поставили перед лицом священника, это одна история этого события. Они исполнили данный обет. Но мы с вами вспоминаем еще следующее событие в этот день, когда первосвященник ввел 3-летнюю девочку Марию в самую главную часть храма, во святая святых, куда он сам-то имел право только раз в год заходить. Вот это событие потрясло не только людей, но и ангелов, как мы услышим во время всеночного бдения. И зайдя во святая святых, первосвященник всегда находил пустое помещение, поскольку, начиная с 567 года, с момента разрушения Иерусалимского храма при ассирийском царе Навуходоносоре, все святыни, там находившиеся, были увезены в Вавилон и были навсегда утрачены. И первосвященники в течение многих столетий, совершая ежегодно особое священнослужение, заходя в святая святых, там видели всегда пустое помещение. И вот сегодня, в этот праздник, Пресвятая Богородица, будущая, конечно же, 3-летняя девочка Мария, вводится во святая святых.
И это событие говорит о том, что все те святыни, которые там находились, они были прообразом будущего Рождества Христова. И вот и то, что первосвященник по наитию Духа Святаго ввел трехлетнюю девочку в эту самую святую часть храма и сказала всем о том, что пришло время, когда приблизилось время Рождества Христова. Я всех вас, дорогие мои, поздравляю с наступающим праздником, введение во храм Пресвятой Богородицы, и прощаюсь до следующего воскресного дня.